Слово для выступления предоставляется представителю Министерства юстиции Тохтогуловой Нурмире Сабырджановне. Уважаемые судьи, уважаемые участники, Микрофон уважаемые нагните, пожалуйста, немного. Погромче? Нет, вот так, да. Чуть погромче. Изучив материалы ходатайства по жалобе Султаналиева, Усинбаева в интересах Дуталиевой, Министерство юстиции отмечает следующее. Нормативно-правовым актом, который определяет порядок реализации задач правосудия, является Уголовно-процессуальный кодекс, одним из принципов которого является верховенство права и законности, а также справедливое судебное разбирательство и правильное применение уголовного закона. Так, данным кодексом Кыргызской Республики закреплены положения относительно досудебной и судебной стадии уголовного процесса. Досудебное производство по уголовным делам осуществляется в форме следствия должностным лицом, уполномоченным осуществляет досудебное производство по уголовным делам, то есть следователя. Согласно статье 19 УПК, следователь обязан принять все предусмотренные настоящим кодексом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие подозреваемого, обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие их ответственность обстоятельства. В соответствии с частью 2 статьи 32 УПК в рамках осуществления судебного контроля жалобы участников уголовного судопроизводства на действия или бездействие и решение органа дознания, следователя, прокурора, руководителя следственного подразделения рассматривает следственный судья. Согласно части 5 статьи 264 УПК, постановление следственного судьи вступает в законную силу немедленно и подлежит обязательному исполнению. В случаях, предусмотренных УПК, постановление следственного судьи может быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке и не приостанавливает его исполнение. Исходя из вышеуказанного, следует понимать, что следственный судья введен в уголовный процесс для более эффективного судебного обеспечения конституционных прав личности на стадии досудебного производства. Однако в кодексе не регламентируется порядок возобновления прекращенного уголовного дела прокурором при наличии неотмененных судебных актов, предметом разбирательств, которые были законностью решения следователя о прекращении уголовного дела. Согласно статье 101 Конституции Кыргызской Республики, как мы все знаем, вступившие в законную силу решения судов Кыргызской Республики обязательно для всех госорганов, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, должностных и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики. В соответствии с частью 4 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики отмена, изменение и приостановление судебного решения осуществляется судом в установленном законном порядке. Таким образом, поскольку в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики конституционные законы и другие нормативно-правовые акты применяются на основе Конституции, учитывая, что в уголовном процессуальном законодательстве регламентирован порядок обязательного исполнения судебных актов, а также порядок их обжалования, считаем, что пункт 11 части 1 статьи 35 и часть 1 статьи 260 Уголовно-процессуального кодекса не противоречит части 4 статьи 100 и части 1 статьи 101 Конституции Кыргызской Республики. Вместе с тем, полагаем, что Уголовно-процессуальный кодекс требует доработки в части регламентирования процессуального порядка возобновления прокурором уголовного дела при наличии судебных актов, согласно которым решение следователя, руководителя следственного подразделения, нижестоящего прокурора о прекращении уголовного дела признаны законными и принятыми в соответствии с требованиями УПК Кыргызской Республики. У вас все?